чаще всего как раз таки используется при каждодневной езде, режим рейс, режим отключения антипробуксовочной системы и режим отключения всех электронных удавок, которые стоят в этом автомобиле. Естественно, соответствующим образом меняется характеристика срабатывания системы стабилизации, степень блокировки заднего дифференциала, ну, естественно, есть. Машина центральной моторной компоновки, двигатель находится фактически в 20 сантиметрах за твоей спиной. Причем, как звучит этот мотор? Все наши радиослушатели уже услышали, но когда ты его заводишь на холостых оборотах, то в радиусе 10-20 метров срабатывает большинство сигнализаций у машин. Когда ты начинаешь ехать, а двигатель этот, 4,5 литра, раскручивается немного до 9000 оборотов, поэтому без всяких турбонаддувов, нагнетателей и прочего развивает 570 лошадиных сил. Я обладаю максимально крутящим моментом. Можно 44 ремарки для слушателя. Дело в том, что для Ferrari и Lamborghini в Европе приняты отдельные нормы по шумности. Да, если все остальные разрешили им, да, если все остальные массовые автомобили должны в них укладываться, то для Ferrari и Lamborghini, так же как и для Pagani, кстати, сделаны и Koenigsegg сделаны исключения. Они могут делать машины с более громким выхлопом. Так вот, когда ты едешь на этом автомобиле на ходу или даешь даже средние высокие обороты, то к реву сигнализации в радиусе полукилометра присоединяются недовольные бабушки у подъездов, молодые мамаши с детьми и прочие пожизненные пешеходы, которые начинают возмущенно вскидывать руки вверх и кричать: что же это такое? Как вот можно так громко тут проехать? Вы же разрушаете вообще то, что происходит. Ауру, да, вот эту ауру вы рушите своим звуком. Мешаете днем спать, да. Но, ты знаешь, когда ты находишься за рулем этого автомобиля, тебе, в принципе, абсолютно все равно, что там про тебя кто говорит и как они тебя какими словами поливают. Потому что машина, это настолько восхитительно. Поверьте, ничто не сравнится с ревом этого мотора на 9000 оборотов. Ощущение, как в настоящем формульном гоночном болиде. Она и ездит соответствующим образом. Мотор агрегатирован 7-ступенчатой коробкой F1. Передача переключается, наверное, даже быстрее, чем ты успеешь об этом подумать. Причем я заметил, в режиме launch, там есть специальная кнопка launch для максимально быстрого разгона. Но даже и без него, при переключении на высоких оборотах, при ручных переключениях, там есть специальные лепестки за рулем, достаточно большие, сделанные, кстати, из карбона пользователями, и очень удобно. Она даже доходит с тахометра где-то до 9200-9400 оборотов в минуту. Потому что тахометр вообще размечен до 10 тысяч оборотов, и это центральный такой щиток, который перед тобой. Право вводит информацию о музыке, радио, навигации и так далее. Причем рядом с ним расположен как раз таки отдельный блок направления. Слева на экране выводится показания машины, как раз степень блокировки дифференциала, насколько жесткий амортизатор, как срабатывает система стабилизации, как он идет порог. И даже настройки системы ABS, поверишь, тоже можно менять. То есть будет ли допускать она блокировку и насколько длительная будет эта блокировка при торможении. Естественно, к эргономике никаких нареканий. Признаться, я этого опасался, потому что вспомни, нас там жутко расстроила именно эргономика водительского места. Педаль, нет, я бы не сказал, что она жутко расстроила, но можно было поработать над этим. Да, можно было над этим поработать. В Ferrari никаких таких проблем нет. Педали расположены идеально. Напольная педаль газа такая металлическая, естественно, какие они должны быть, опять же, как в гоночных болидах. Поэтому сидеть в этом автомобиле очень удобно. Надо ли говорить, что сиденья обладают развитой боковой поддержкой? Мне кажется, это излишне. Но боковые перегрузки, которые вы испытываете в этом автомобиле, конечно, феноменально. Вообще, эта машина не разгоняется до 100 км в час. Я бы сказал, что она катапультируется с места, разменивая вторую сотню где-то примерно через 3,4 секунды, а третью сотню на спидометре ты разменяешь примерно секунд через 10. То есть секунд через 10 у тебя уже будет за 200. Максим,